Дальше приказ одобряемого и удерживания от порицаемого. Тоже в Медине был вменен в обязанность это. Что такое приказывать одобряемого и удерживать от порицаемого? Аль-амр биль-ма'руф ва нахью аниль мункар. Приказывать ма'руф. Что такое ма'руф? Ма'руф — это все, что признает исламский шариат благом, от слова арафа, ярифу, признавать. Все, что исламский шариат признает благом, это есть ма'руф. Приказывать это и призывать к этому людей — это обязанность мусульман, каждому в зависимости от его уровня, занимаемого им положения. И удерживать от порицаемого. Мункар. Мункар что такое? Это все, что не признает ислам и порицает. Это мункар. Все, что противоречит шариату ислама. Это мункар. Как приказывать одобряемого и удерживать от порицаемого? Для этого есть условия. 3 основных условия. Первое условие — это нужно человеку, прежде чем призывать кого-то, приказывать кому-то одобряемого и удерживать кого-то от порицаемого, знать, что есть одобряемое, что есть порицаемое. Если ты не знаешь, что такое одобряемое, и одобряемое ли это в исламе или нет, или ты не знаешь, это порицаемое или не порицаемое, может быть, это никакой не порицаемое, наоборот, одобряемое, тогда ты не имеешь права приказывать одобряемое, удерживать порицаемое в этом вопросе. Должно быть у тебя знание, прежде всего. Доказательство этого Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Исра говорит: «Валя такфу ма лейса лака бихи илм». Не следуй за тем, о чем нет у тебя знаний. «Инна сам'a валь басара валь фуада, куллю улайка кана анху мас'уля». Поистине слух, зрение, сердце, все оно несет, все это несет ответственность за это, все будет отвечать за это. То есть нужно прежде всего знание, что есть ма'руф, что есть мункар. Второе условие. Хочешь приказать одобряемому, вернее, приказывать кому-то одобряемому, что-то порицаемое, должен знать, что этот человек действительно впал в порицаемое, или он действительно оставил одобряемое. Может быть, тебе кажется, что он оставил одобряемое, на самом деле он не оставил его. Может быть, тебе кажется, что он впал в порицаемое, на самом деле не впал в порицаемое. Пример этого, как из сунны пророка ﷺ для нас. Когда пришел человек в мечеть, зашел, пророк ﷺ читал хутбу, и человек сел. Пророк ﷺ не сказал ему: «Ты почему не делаешь намаз? Как не стыдно?» Нет. Пророк ﷺ что? Спросил его: «Асалли, сделал ли ты намаз?» То есть 2 раката привет к мечети, да? Когда ты ходишь, 2 раката, прежде чем сесть. Сделал ли ты намаз? Почему? Потому что, возможно, человек сделал, просто не видел ты, как он сделал 2 раката. Может быть. То есть сначала нужно убедиться, что человек действительно впал в мункар, или он действительно оставил порицаемое, прежде чем начинать ему приказывать одобряемое, удерживать от порицаемого. Например, если увидел ты, как человек в машине, рядом с ним сидит женщина, и ест шоколад. Не нужно сразу начинать набрасываться на человека и говорить: «Как тебе не стыдно, ты посадил женщину возле себя, да, в машину, нельзя уединяться с женщиной в машине». Подожди, может быть, эта женщина махра, то есть его сестра, или его жена, или его вторая жена. Ты не знаешь, что она его вторая жена. Ты должен убедиться, что действительно впал он в мункар или оставил одобряемое. Третье условие — это то, что сейчас сказали, что оно должно произойти с мудростью, сообразно уровню человека. Кто-то делает это с высокомерием, кто-то делает это по незнанию. То есть ты должен учитывать состояние человека, да, почему это произошло, что происходит. То есть сообразно уровню человека, его ситуации. Четвертое условие: чтобы не привело твое удерживание, запрещение ему порицаемого, мункара, попытка оставить мункар к еще худшему мункару, тогда запрещено тебе удерживать вот этого мункара. Какой пример этого? Какой пример из сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям на это? То, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям хотел перестроить Каабу по фундаменту кого? Ибрахима алейхиссалям. Потому что мы говорили, курайшиты, они построили Каабу не до конца, да, фундамент остался не до конца. Почему? Потому что они строили Каабу только на деньги какие? Дозволенным путем заработанные, собранные, поэтому у них не хватило, чтобы достроить Каабу. Пророк сам сказал Айше: если бы не твой народ, который недавно принял ислам, еще недавно отошел от куфра, я бы приказал сделать, что двери Каабы пониже, 2 двери сделал, чтобы входить, выходить, и я бы построил ее на фундаменте Ибрахима. Но не сделал это Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Почему не приказал это одобряемое? Почему? Потому что он боялся, что вместо этого придет хуже нечто, то есть не поймут, начнется какое-то возмущение, непонимание, не любовь к исламу или еще что-то. Или примерно, например, ты видишь, что человек курит. Курение макрух или харам? Харам. Но курение харам, потому что любой врач скажет, что это вредно. Любой, в том числе тот, который сам курит. Это харам. Но если ты знаешь, что человек, если ты запретишь ему курить, пойдет и начнет пить водку, что хуже? Пить водку хуже. Распитие спиртного хуже, потому что это вред
всем, семье и детям, это неспокойная жизнь, это мучение для всех, для окружающих. Это худший мункар. Если вместо этого происходит худший мункар, еще что-то доброго пойдет потом курить анашу или там, наркотики принимать, то тогда запрещено в таком случае останавливать мункар. Или мы приводили пример шейха ислам Теймия, когда он шел мимо группы татар, то есть монголо-татар, да, когда они сидели и пили спиртное, и шейх ислам Теймия проходил вместе с своим соратником, да, и ничего не сказал шейх ислам Теймия. Соратник ему сказал, почему, ученик, почему вы не останавливаете ему, почему не запрещаете им пить? Он сказал, потому что если сейчас я им запрещу пить, они пойдут и начнут издеваться над мусульманскими женщинами, грабить, убивать и так далее. Это что касается приказа одобряемого удерживания от порицаемого.